В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. В начале выпуска озвучу самые заметные события уходящего дня. Конституцию Республики Саха проведут в соответствии с федеральным законодательством. На что направлена инициатива? Внедрение цифрового рубля, введение кредитных каникул, увеличение страховой защиты. Расскажем о новых законах с 1 октября. Студенты СВФУ разработали прототип защитно-обогревательного устройства для автомобилей. О изобретении. В Мирном открылся центр беспилотных летательных аппаратов. Что ждет обучающихся? 100 лет исполнилось жительнице Алдана Анне Ковалевой. Как отметили почетный юбилей? Конституцию Республики Саха приведут в соответствие с федеральным законодательством. Глава Якутии провел заседание Конституционной комиссии. Участники совещания рассмотрели проект закона, предусматривающий изменения в части организации публичной власти. Инициатива направлена на приведение основного закона в соответствии с федеральным законодательством. Проектом предлагается внести изменения в статьи 22, 72, 76, 97, 100 и 101 Конституции Республики Саха в связи с включением органов МСУ в единую систему публичной власти. Уточнить отдельные полномочия главы Якутии, а также положение о получении основного образования. Постепенное внедрение цифрового рубля, введение кредитных каникул, увеличение страховой защиты. Эти и не только новые законы вступают в силу с 1 октября в России. О том, какие изменения ждут граждан и как они затронут различные сферы жизни, узнаем далее. Одним из первых пунктов станет индексация заработной платы для ряда федеральных служащих, сотрудников силовых ведомств и военнослужащих. Повышение составит 7,6% и будет реализовано путем увеличения базовых ставок и применения повышающих коэффициентов к тарифам. Увеличение зарплаты с тем же процентом будет проведено и для работников федеральных учреждений в сферах медицины, науки, образования, культуры и социальной защиты, а также для сотрудников архивов и государственных органов. Данное повышение не коснется людей, работающих в региональных и муниципальных организациях. Решение по их зарплатам будет за местными органами власти. Также будет проведена индексация пенсий военнослужащих всех категорий. Также начнется постепенное внедрение цифрового рубля. Данный проект все еще находится на стадии доработки, поэтому первоначально новая форма валюты будет направлена на осуществление ряда социальных выплат, таких как пособия семьям с детьми, беременным женщинам, малообеспеченным гражданам, людям с инвалидностью и пенсионерам. Получатели смогут сами решить, сохранить ли им привычные методы предоставления финансовой поддержки или перейти на цифровой рубль. При выборе второго варианта гражданин должен будет подать заявление в банк и завести отдельный электронный кошелек. Изменения коснулись и налогового законодательства, которые касаются некоторых товаров и видов деятельности. В частности, скорректирован список медицинских изделий, не облагаемых НДС. В перечень включены пластмассовые трубки, детали для диагностической аппаратуры и импланты для протезирования. В то же время линзы без диоптрии и компрессионный трикотаж отныне исключены из списка и будут облагаться налогом по стандартной ставке. Предприятия общественного питания теперь могут претендовать на освобождение от НДС при годовой выручки до 3 миллиардов рублей. Заведения, открытые с 2026 года, также смогут претендовать на данную льготу независимо от своего дохода. Важно, что ставка НДС в 0% продлена для гостиничного бизнеса до 2030 года. Самозанятые предприниматели получат возможность оформить кредитные каникулы. Данная мера поддержки распространяется на займы, оформленные после 1 марта прошлого года. Важно, что на момент обращения за льготой, если присутствует просрочка по кредиту, она не должна превышать 30 дней. Приостановка выплат возможна максимум на 6 месяцев. Для различных видов бизнеса установлены разные лимиты. Самозанятые могут получить до 10 миллионов рублей, микропредприятия до 60 миллионов, малые предприятия до 400 миллионов, средние до миллиарда рублей. Банки, страховые компании, ломбарды и игорные организации не могут воспользоваться кредитными каникулами. С 1 октября этого года Банк России вводит обновленные правила для раскрытия инсайдерской информации на фондовом рынке. Новая инструкция расширяет понятие инсайдерских сведений, меняет временные рамки их раскрытия и вводит административную ответственность за нарушения.
Также изменения законов ждут граждане в конце месяца. С 22 октября региональные микрофинансовые организации, находящиеся в полной собственности субъектов России, смогут выдавать целевые ипотечные кредиты. Они будут доступны исключительно в рамках госпрограммы, а залогом послужит приобретаемое жилье. Банк России будет следить за деятельностью таких микрофинансовых организаций и вести официальный реестр допущенных к работе компаний. С 30 октября страховая защита для долгосрочных безотзывных депозитных сертификатов увеличится до 2,8 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма страхового покрытия для одного вкладчика может достичь 4,2 миллионов рублей. 1,4 миллионов по обычным вкладам и 2,8 миллионов по сертификатам. Важно, что такие сертификаты можно передать другому лицу, но также с них нельзя досрочно снять средства. Банки планируют предлагать по этим продуктам повышенные ставки. В преддверии зимы автовладельцы готовят машины к суровым морозам, чтобы обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию. Решить проблему износа двигателя в холодное время года взялась проектная команда студентов автодорожного факультета СВФУ. Она разработала прототип защитно-обогревательного устройства для автомобилей. Подробнее в сюжете Камилы Михайловой. Проблема зимней эксплуатации знакома каждому водителю. Перед наступлением морозов приходится устанавливать двойные стекла, утеплять моторный отсек. Металлические защитные конструкции не всегда удобны. Они тяжелые, подвержены коррозии и нередко осложняют обслуживание машины. А данный проект, который мы реализуем, он будет из полимерного материала, да, и он может заменить и брезент, да, который накрываем зимой. И, конечно же, она будет, если мы планируем установить на нем нагревательный элемент. Разработка проходит поэтапно. Сначала студенты создают модели из полимеров, затем интегрируют систему обогрева. На проектной стадии готовятся чертежи и 3D-модели будущего устройства. Перед тем, как взять замеры исходника, нужно предварительно очистить аналог металлического устройства. Для этого деталь вставят в такую пескоструйную машину, где сильный набор песка чистит от грязи и ржавчины. После замеров инженеры переводят данные в электронные чертежи и работают в специализированных программах. Мы используем программу Compass 3D. Вот так выглядит первый чертеж. Тут же мы делаем 3D-модель нашего устройства и готовим для 3D-печати. Сегодня многие автомобилисты используют портативные гаражи, оставляя машины на длительном автозапуске. Новое устройство позволит снизить количество автозапусков и сделать эксплуатацию автомобилей зимой более экологичной и безопасной. Камила Михайлова, Виктор Дьячковский, Якутск. В Мирном открылся Центр беспилотных летательных аппаратов. Взлетаем к новым знаниям. В эти дни состоялось долгожданное открытие центра. Это площадка для обучения и развития как детей, так и взрослых. Теперь каждый желающий сможет подняться на новые высоты знаний и освоить мир современных технологий. Центр беспилотных летательных аппаратов уже собрал первую группу из 30 юных пилотов, начиная с 5 класса. Эти ребята с горящими глазами и неуемным желанием учиться погружаются в увлекательный мир БПЛА. На занятиях они изучают основы управления беспилотниками, знакомятся с их устройством и применением в различных сферах. У нас было много теорий и практики. Практика производится на программах лифтов и ДКЛ. Это симуляторы гонок дронов. Центр станет не только образовательной площадкой, но и местом, где будут рождаться новые идеи и проекты. БПЛА – это будущее, поэтому ребята рады стать частью этого захватывающего мира. Я жду, когда мы начнем летать уже на открытой местности или территории. Или хотя бы в большом помещении. Центр также откроет свои двери для взрослых, желающих освоить новые навыки. В ближайшее время планируется набор групп из различных организаций города, где участники смогут получить практические знания и навыки, необходимые для работы с беспилотными летательными аппаратами. На сегодняшний день идут договоренности с Центром опережающей профессиональной подготовки
кадров Республики Саха-Якутия для того, чтобы по линии национального проекта кадра мы смогли стать образовательным партнером и, соответственно, вручить удостоверение государственного образца от имени Центра подготовки кадров. Открытие такого центра – это стратегический шаг в подготовке кадров для цифровой экономики Якутии. Здесь будут создавать точку притяжения для талантливых и технически одаренных детей, а также строить надежный мост между образованием и реальным сектором, где специалисты по БПЛА уже сегодня крайне востребованы. Анна Васильева, Мирный. Сегодня учащиеся столичной школы номер 13 вышли на связь со сверстниками из 3-й школы города Докучаевска. Видеоконференция прошла в музейном комплексе «Россия. Моя история». Встреча стала первой масштабной в этом году. В ней приняли участие около 70 учащихся. Она посвящена Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. В прямом эфире участвовали школьники, учителя, руководители школ и представители органов власти. Стороны познакомили друг друга со школьной жизнью и особенностями своих регионов. Завершилась встреча подписанием соглашения о шефстве и сотрудничестве между школами. Мы телемост проводим в рамках федерального проекта «Лица дружбы». На этот год запланированы совместные мероприятия, такие как обмен опытом педагогами, тематические экскурсии. Для наших учеников главное, чтобы они друг с другом познакомились, пока через видеоконференцию с телемост узнали о своих краях. Мы расскажем о своем крае, республике. Наши дети узнают, как живут люди в Донбассе. После 50 жизнь только начинается. Справедливость этого знаменитого выражения подтверждают и подопечные социальных организаций Якутии. В преддверии Международного дня пожилых людей они открыли свои двери для корреспондента нашего телеканала и рассказали о том, как оставаться молодым даже в почетном возрасте. Танцы этих женщин уже давно покоряют сцены всероссийского и даже международного уровней. Да-да, выступают они и по России, и в Монголии, и даже в Японии. Но правда в том, что никто из членов ансамбля танцевать до школы 3-го возраста не умел. Тут, конечно, очень кропотливая работа нашего руководителя Лукирии Егоровны, очень терпеливо, аккуратненько, со всеми, индивидуально и так далее занимается. Поэтому нам очень приятно работать, комфортно. Директор школы отмечает, даже не думайте называть их стариками. Они еще совсем молодые люди, которые только начинают свой путь. Сегодня наша красавиц видели же, да, как танцуют. И у меня сегодня кто-то спрашивал, сколько им лет. Я говорю, им много лет, но они очень хорошо выглядят же, да. Поэтому это занятие именно танцами позволяет себя в таком тонусе держать. Такую красоту, как бы, получается, на долгие годы сохранять. Тем временем в другой секции покоряют вершины мастерства рукоделия. Кружок валяния школы 3-го возраста объединяет множество желающих развить в себе талант к созиданию. Приятный бонус – новые знакомства и хендмейд-обновки для всей семьи. Есть даже такие, которые уже преуспевают, показывают другим, учат других и, конечно же, продают, то есть делают себе прибыль какую-то, да. Все курсанты школы воплотили свои мечты в жизнь самостоятельно. Но такая активность порой недоступна для остальных. Поэтому здесь главное то, как действуют члены семьи. Как отмечает директор Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения Наталья Пахомова, все больше людей принимают решение заботиться о своих бабушках и дедушках самостоятельно. И тут на помощь приходят специалисты центра. В год где-то 400 желающих людей, граждан обучается в нашей школе ухода, где мы обучаем, как ухаживать за больным человеком, за лежачим человеком, в какое время и как их, как говорится, оказывать и поддерживать, и какие услуги делать. И в центре тоже проводятся различные занятия, в том числе по профилактике заболеваний мозга. В общем, не подумайте, делу пенсионеров не впроворот, ведь жизнь после 50 только начинается. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Якутск.
На исходе сентября жительница Алдана Анна Ковалева отметила день рождения. Ей исполнилось 100 лет. С вековым юбилеем женщину поздравили не только близкие друзья, но также социальные работники и общественные деятели. Почетный знак долгожителя, которому полагается денежная выплата в размере 1 миллиона рублей, Анна Степановна получила от главы республики. К пожеланиям крепкого здоровья и сил присоединились и наши корреспонденты. В квартире Анны Ковалевой непривычно многолюдно. С самого утра хозяйка принимает поздравления. На исходе сентября Анне Степановне исполнилось 100 лет. Хорошее пока настроение. Пока такое, что позволяет мне, я чувствую себя хорошо. Крепкого здоровья и сил в вековой юбилей хозяйке пожелали не только близкие, но также сотрудники Управления социальной защиты населения, представители Совета ветеранов и Совета пенсионеров. Почетный знак долгожителя, к которому полагается денежная выплата, Анна Степановна получила от главы республики Айсена Николаева. Сегодня очень важное событие в целом для всей республики, конечно, для нашего района. На одного долгожителя у нас стало больше. Ковалева Анна Степановна сегодня отмечает свой 100-й вековой день рождения. И действительно, вот старшее поколение, всегда говорю, не перестаю удивляться, есть чему поучиться, то есть стойкости, жизнелюбия, патриотизма. Очень приятно, что у нас есть такие люди, ровесники нашего Алдана. Алдан тоже столетие свое отметил. Очень рады. Желаем ей всего доброго, Анне Степановне. На долю представителей старшего поколения выпало немало потрясений, тягот и трагедий, которые происходили в стране. Анна Степановна родилась в Омской области. В Якутию приехала совсем юной. Трудовая деятельность прошла в сфере торговли. Здесь выросли 2 сыновей и повзрослели внуки. Добрая, отзывчивая. Во всяком случае, я, когда захожу к ней в гости, она всегда это самое. Ни по имени, ни по отчеству, никак. Просто сынок. Муж Анны Степановны умер давно, похоронила она сыновей и внука. Рядом сейчас невестка и семья внучки. Родные часто навещают Анну Степановну. 2 раза в неделю приходит социальный работник. На обслуживании у Любови Сколотяной женщина состоит более 10 лет. Анна Степановна многое рассказывала Любови Ивановне о своей жизни. Не раз хозяйка и помощница рассматривали фотоснимки, запечатлевшие самых дорогих людей. Она и военные года, тоже очень у нее трудности были. Потом она работала после военной, тоже у нее были большие трудности. Семейное положение тоже с трудностями было. В принципе, она осталась сейчас одна. Вот внучка у нее осталась. У меня к ней только хорошее, вообще все хорошее к ней. Знаете, такая не капризная бабушка, доброжелательная, очень любит гостей. Жизнь Анны Степановны не была простой и легкой. Стойкость, сила духа и мудрость, с которыми она переносила лишения и утраты, являются достойным примером для молодых поколений. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В День государственности республики в Москве отметили заслуги ряда якутян. За вклад в укрепление межрегиональных связей между городом Москва и Республикой Саха, активную общественную деятельность, благодарность мэра Москвы объявлена Василию Власову, ветерану госслужбы, ныне первому заместителю председателя Совета региональной общественной организации «Якутское землячество». Почетным знаком имени Софьи Сидоровой награждена Людмила Диадорова. Благодарственным письмом Общественной палаты России отмечен бывший мэр города Якутска Илья Михальчук. Медалями жена и участника СВО награждены супруги раненых военнослужащих Анастасия Слива из города Якутска и Варвара Неустроева из Амгинского улуса. На каждом госпитале, да, в каждом месте, где мы бы не были, всегда у нас были люди, которые были к нам добры. Я думаю, что мы достойно, мы прошли многое. И, думаю, нам еще стоит пройти, потому что лечение еще будет долгое. Но я думаю, что мы справимся. Сейчас уже нам намного легче и морально, и физически. Я вырос под руководством Михаила Ефимовича Николаева. Выполняли его очень дальновидные взгляды в развитии, по формированию государственности республики. Я очень ему благодарен, многому у него научился и был тронут, когда была моя инаугурация как губернатор Архангельской области. Михаил Ефимович лично прилетел, выступил на инаугурации с очень такой глубокой философской речью, пожелал мне удачи, тем самым показав, что он учитель с большой буквы.
Сегодня отмечается Всемирный день сердца. Традиционно в программу дня входят всевозможные акции и просветительские мероприятия. Так, праздник здоровья и хорошего настроения организовали члены благотворительного фонда «Кладезь Якутии» в стенах Национального центра медицины. Там побывала и моя коллега Надежда Саханская. Вообще неспроста говорят, что для того, чтобы выздороветь, нужен хороший эмоциональный фон. Поднять настроение можно различными активностями, будь то танцы, музыка или вот, например, какие-то ярмарки краски. Сейчас посмотрим, кстати, что получилось у меня на лице. Но я думаю, что там получилось нечто симпатичное. Посмотрим. Ну, надо сказать, что я лайк ставлю. И на самом деле в детском творчестве кроется нечто таинственное. И в этой тайне заключается как раз-таки секрет выздоровления. Яркие краски, шары и веселая музыка. Сегодняшний мини-концерт – яркий пример того, как позитивные эмоции и доброе отношение к окружающим благотворно сказываются на общем самочувствии. Кстати, нездоровый образ жизни, который приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, чаще всего формируется в детском и подростковом возрасте. А с возрастом риск заболеваний только повышается. Поэтому профилактику следует начинать с самого детства. Сердечно-сосудистым заболеванием это в основном идут дети с нарушениями ритма и дети с врожденными пороками сердца. Врожденные пороки сердца у нас оперируются в отделении сердечно-сосудистой хирургии. Остальные заболевания у нас диагностируются и получают лечение в кардиологическом детском отделении. Возможность разбавить серые больничные будни появилась благодаря инициативе благотворительного фонда «Кладезь Якутии». Уже на протяжении 15 лет по велению сердца отзывчивые жители Якутска оказывают адресную помощь больным детям, сиротам и инвалидам. Ребенок тут раскрывается, ребенка родитель смотрит с другой стороны, ребенок выполняет какие-то задания такие несложные, да, видите сами. И идет процесс взаимодействия родителя, ребенка. И вот сотрудничаем уже не первый год с медицинским центром нашим, именно с кардиологическим отделением, с отделением сердечно-сосудистой хирургии. Наши врачи нас так поддерживают и вот соглашаются проводить с детьми этих отделений такие хорошие мероприятия. Для маленьких пациентов организовали мини-концерт, мастер-классы и многочисленные творческие занятия. Кроме того, специалисты провели консультационные беседы с родителями, где обсудили профилактику болезней сердца, подчеркнув значимость регулярных медицинских осмотров и активного образа жизни. Я узнала, что есть Всемирный день сердца. Ну и то, что вот арт-терапия, есть арт-педагогия, я тоже не знала, что такое есть. Мне кажется, очень важно, потому что дети в отделениях скучают, им скучно, и для детей это очень хороший интерактив. Так что сохранить здоровье, полноценную и радостную жизнь, согласно Гиппократу, можно не только посредством физических упражнений и ведения правильного образа жизни, но и улучшения эмоционального фона. Ведь уже давно не секрет, что здоровье сердца начинается с улыбки. Надежда Саханская, Семен Семенов, Якутск. Санкт-Петербургский хор академической капеллы откроет 15-й международный фестиваль «Северное сияние» в Якутске. Состоялась репетиция с симфоническим хором филармонии Якутии. О подготовке артистов и других аспектах фестиваля расскажет Анастасия Пуляева. Столица республики готовится к международному фестивалю «Северное сияние». Проводится он в рамках программы Министерства культуры «Всероссийские филармонические сезоны». Мероприятие обещает быть по-настоящему завораживающим, ведь откроет его старейший хор России под управлением главного дирижера Николая Курбатова. Уже приехал к вам репетировать, а через 2 дня ко мне присоединится старейший русский хор, певческая капелла Санкт-Петербурга. Вот она сейчас собирает вещи и буквально через 1,5 суток окажется здесь. Не совсем в полном составе, чуть-чуть нас меньше, чем мы обычно выступаем, но тем не менее десант достаточно внушительный, вместе с солистами нас 53 человека. В рамках подготовки состоялся обмен опытом и репетиция с симфоническим хором филармонии Якутии. Артисты готовятся представить зрителям произведение Сергея Ахматова «Колокола». Опыт общения с таким человеком лично у меня крайне положительный, я надеюсь, у моих коллег тоже, потому что это дирижер высокого уровня,
И то, как он работает, как он объясняет, как он дает свои знания нам, это очень дорого стоит. Много лет назад мы были в Санкт-Петербурге и слышали концерт капеллы. И сами исполнили другую программу. И с тех пор у нас появилась мечта, такая истинная мечта, чтобы когда-нибудь, возможно, станет день, и мы споем какое-нибудь произведение совместно с хором капеллы. И вот сейчас эта мечта должна сбыться. Мы очень долго готовились, трепетно готовились, очень волнуемся, но мы очень счастливы. В программе концерта Санкт-Петербургской капеллы зрители услышат мастерское исполнение духовной музыки 18-20 веков, а также русских песен и романсов. Фестиваль «Северное сияние» проводится уже в 15-й раз и в этом году состоится с 1 по 2 октября. Анастасия Пуляева, Семен Семенов, Якутск. Такими увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.